Политика Китая по угнетению, преследованию и геноциду в отношении уйгуров и других мусульманских тюркских народов в оккупированном Восточном Туркестане обсуждалась на форуме в Вашингтоне. Мемориальный фонд жертв коммунизма в Вашингтоне провел 17 октября симпозиум, в то время как Китай продолжает геноцид уйгуров в Восточном Туркестане. В ходе встречи обсуждался вопрос привлечения Китая к ответственности, последствия, эффективно препятствующие принудительному труду уйгуров, взаимные трудности и пути их решения. Симпозиум Мемориального фонда жертв коммунизма под названием «Продолжающиеся репрессии Пекина в отношении уйгуров» прошел накануне ежегодного китайского форума, который начался 18 октября. Эксперты и активисты на встрече представили свои последние исследования, рекомендации и требования о недавних изменениях в репрессиях в отношении уйгуров в Китае, новой тенденции в принудительном труде уйгуров, проблемах в цепочках поставок и мерах по прекращению геноцида уйгуров. Делегация членов Политбюро Коммунистической партии Китая посетила Восточный Туркестан под видом надзора. Китайские официальные лица, совершившие дюжину визитов в Восточный Туркестан, дали указания о том, что в средних и начальных школах следует поощрять китайское традиционное культурное образование, подчеркивая дальнейшую эскалацию политики геноцида и ассимиляции. Согласно новостям китайского пропагандистского агентства Goda Network, в период с 9 по 13 октября 2023 года группа членов Политбюро во главе с заместителем председателя Политбюро Национального совета КНР Ху Чуньхуа посетила многие средние и начальные школы в центральном городе Урумчи, городе Карамай, Алтайском и Тарбагатайском районах с целью рассмотрения реализации и навязывания китайского традиционного культурного образования в средних и начальных школах Восточного Туркестана. Чиньхуа, проводивший специальные семинары, наставлял, что следует поощрять воспитание превосходной традиции культуры Китая. Глава российской энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай в этом году выросли на 46,6% по сравнению с прошлым годом. Согласно заявлению «Газпрома», Миллер встретился с главой китайской нефтегазовой компании CNPC Дай Хуляном в столице Китая Пекине. В ежегодном докладе Пентагона о военных и событиях в сфере безопасности отмечается, что Пекин продолжил ядерную экспансию в 2022 году. По оценкам Министерства обороны, по состоянию на май 2023 года Китай имеет более 500 действующих ядерных боеголовок, что превышает предыдущие оценки, говорится в сообщении. В докладе прогнозируется, что количество ядерных боеголовок Китая достигнет 1000 в 2030 году и что страна продолжит наращивать свои ядерные мощности до 2035 года. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что отзывает 41 дипломата после того, как Индия заявила, что оспорит их дипломатический иммунитет. 18 июня в Канаде был убит глава сепаратистской сикхской организации «Силы освобождения Халистана» Хардип Сингх Ниджар, входивший в список из 40 террористов, опубликованный Индией. Отношения между двумя странами обострились после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что за убийством Ниджара стоит правительство Нью-Дели. 3785 человек, в том числе 1524 ребенка, погибли в результате израильских ударов по сектору Газа. Ашраф Аль-Кудра, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Палестины в Газе, выступил с письменным заявлением по этому вопросу. По словам Кудры, из 3785 погибших 1524 были детьми и 1000 женщинами. Заявив, что число раненых в результате израильских атак составило 12 493 человека, Кудра подчеркнул, что 3983 раненых были детьми и 3300 женщинами.